сейчас у нас начинается такая вот череда ярмарок социальных проектов. 5 арктических районов у нас подключатся по очереди, но сейчас у нас на связи появляется Среднеколымский район. Это один из отдаленных арктических районов. Это колымская группа районов, которые проживают на территории реки Колыма. Прекрасная, как говорится, шумная, красивая река, замечательные люди. Город Среднеколымск сам является одним из древнейших городов республики с прекрасной историей. Есть плеяда прекрасных спортсменов, которые у нас являются уроженцами Среднеколымского района. И сейчас буквально к нам сегодня вот в течение 1 часа, в течение 40-45 минут нам будут представлены замечательные 3 проекта от Среднеколымского УЛУСа. Меня зовут Надежда, координатор единого ресурсного центра. И сегодня мы увидим ваши проекты, и как эксперты мы хотим вам помочь, как развивать и продвигать ваши проекты. И сегодня в нашей экспертизе нам помогут наши друзья, коллеги. Это Светлана Баженова, которая специально прилетела к нам из Владивостока, и с нами на связи из Москвы, да, или из Тулы. Сейчас находится у нас Жанна Котова, замечательный наш друг и эксперт. И если вы готовы, У нас еще есть эксперт Анна Дружинина. Да. Она тоже приехала со мной из Владивостока, и она тоже будет помогать улучшать ваши проекты, которые мы сегодня посмотрим и послушаем. Даже если я уйду из кадра, я все равно здесь, не переживайте. Итак, мы начинаем. У нас ярмарку начинает большой активист Бубякин Константин Константинович, председатель общественной организации по оказанию методической и консультационной помощи некоммерческим организациям Среднеколымского района Тускул, благополучие в переводе. То есть это один из муниципальных ресурсных центров, который, несмотря на отдаленность, несмотря на сложности с интернетом, оказывает и развивает некоммерческие организации в Среднеколымском районе. Константин Константинович, вы на связи, дайте знать. Уважаемые коллеги. Так, Константин Константинович, добрый день. Среднеколымский район идет 2 часа вперед. У них сейчас уже обеденный перерыв. У нас 11 часов, так интересно. Вы, Константин Константинович, минутка. Вы должны были включить демонстрацию презентации сами. Нам так передали. Можете включить презентацию? Слышно, да? Слышно, но мы не видим пока вашу презентацию. Да, уважаемые коллеги, здравствуйте, добрый день. Вот, от имени некоммерческих организаций Среднеколымского ВУСа района мы приветствуем вас, и мы благодарны за организацию этой онлайн-площадки. Я как председатель, как вы сейчас сказали, НПО Тускул, вот, мы создавались по инициативе главы Среднеколымского ВУСа Евгения Михайловича то есть в 2016 году по оказанию методической и консультационной помощи некоммерческим организациям нашего района. За время нашей работы создавались 4 новых НКО в Улусе и 1 ТОС в втором кангаласском наследии. Руководитель вместе со мной сейчас на этой площадке находятся и работают с нами и с вами руководитель ТОСа Никитина Людмила Ивановна, вот, председатель НКО молодежи кангаласского второго наследия Сагдана Петровна Севцова и замглавы администрации наследия Полина Егоровна, вот, и активисты наследия. Мы это самая общая работа, вот, нашему ЛУС-НКО. Вот, мы работаем один
совместно с администрацией УЛУСа и один раз провели в городе Среднеколымске, собирая всех наследников, всех активистов УЛУСа, первый форум некоммерческих организаций. И этот форум дал толчок нашим инициативным гражданам и всем работающим на этой поприще товарищей к работе НПО. И инициативных людей в нашем УЛУСе много. И поддержка главы района по НПО тоже очень существенный. Я бы сказал, даже очень хороший, потому что мы знаем, как в некоторых УЛУСах не в полной мере поддерживают НПО. В нашем УЛУСе, например, каждый год на поддержку НПО выделяются субсидии. И при помощи этой субсидии предваряются разные проекты активных граждан нашего УЛУСа. И также хочу отметить, что мы совместно работаем, и наш руководит нашей работой, и руководит, и поддерживаем, и обсуждаем все это замглавой по социальной политике Анной Петровны Среднеколымского УЛУСа. И хочется отметить тоже первые годы работы в 2016-2017 годах нам большую помощь оказывала ресурсный центр республики в лице генерального директора Ольги Анатольевны. И из-за отсутствия финансирования мы не смогли ресурсные Ольгу Анатольевну пригласить в Среднеколымский УЛУС. У нас было такое желание и со стороны ее тоже, но мы контактируем, и они помогают. Как мы видим и ощущаем, что эта политика НПО – это не одногодка, а целенаправленная политика правительства, направленная на поддержку развития гражданских инициатив. И это набирает обороты, что доказывает и сегодняшний наша встреча на онлайн-площадке по теме «Арктика. Территория жизни». У нас есть проект, вам видно, да, эта презентация? Сейчас включим. У нас есть проект, мы доведем это, пока находится в стадии подготовки, мы доведем это до главы района нашего и ресурсного центра. Это предложение стратегии социально-экономического развития Арктических районов. И здесь мы показываем так коротко, если коротко, Арктические районы. Как знаем, это 15 УЛУСов. И эти УЛУСы, наши предложения разделяем на кластеры. На кластеры разделяем. Первый кластер – это УЛУСы, которые входят сельскохозяйственные, которые в основном занимаются отраслями. И центром этого кластера мы смотрим город Среднеколымск. А вторым это уже промышленные районы Арктического УЛУСа. Это второй кластер. С центром Батагай. Это наше предложение, конечно. И третий этот кластер, это центр Тикси, это национальные, там Булунские районы входят, да? Почему это так мы включили? Потому что если такое арктических УЛУСов мы предлагаем, то есть сделаем такие центры, надо было в этих центрах открывать
вот как я директор школы, вот по образованию я хочу первый вас самый акцентировать. Это дополнительное образование и профтехучилище надо открывать по этим центрам. А то все сейчас находится сосредоточено, конечно, в нашей столице, город Якутск. Но если вот рассмотреть вот такой вариант, вот тогда в этих кластерах, вот, если мы откроем эти учебные заведения, вот тогда думаем, что для развития Арктики вот, и специалисты должны, считаем, готовиться должны на местах. Вот, тогда молодые люди не поехали бы за одной специальностью в город Якутск, вот, а учились бы, получили бы специальность в своем центре. И, ну вот, коротко так. И в других кластерах вот тоже так. Например, в втором кластере вот, Батагае, там промышленные, и которые промышленные специалисты сейчас там у них, конечно, есть, а вот у нас отдаленных арктических улицах вообще профтехобразования нет открытых. Только вот Нижнеколымск. Ага. И вот в таком варианте мы ликвидировали вот отток молодых, вот, создавали рабочие места. И, конечно, когда вся эта интеллигенция будет сосредоточена, вот, арктических, развитие пошло бы намного быстрее. Вот. И сегодня, как мы говорим, самое главное, самое главное – это школа, это образование, это дети, это будущее поколение. И вот наше наследие, вот, Среднеколымск, второе кангаласское наследие, село Ябя, вот, мы в 2000-х годах, даже если взять с 1995 года, работали вот по Арктике, сельская школа Арктики, школа здорового поколения. Вот. Вот эти уже отработанные, это уже испробованные. Вот. Мы за эту работу в 1900, то есть в 2000 годах получили республиканский статус. Вот. И наш коллектив вот работал по этим программам вот, в Лусе. И в Лусе все школы, большинство школ поддержали вот эту программу. Вот, и мы работали вот, до сегодняшнего дня. Вот здесь вот по этим программам включается, вот, например, вот социальная парадигма, например, да, как социальное партнерство, все мы испробовали вот, и получили очень хорошие признания от родителей, от Министерства образования. Но в данное время вот этот проект еще в силу не вошел, не работает в полную силу. Вот поэтому мы включили на этот самый, да, и здесь очень много простора для образования отдельных НПО, которые целенаправленно будут работать по воспитанию и по развитию арктических школ. И мы сейчас еще добавили, вот еще там, если коротко в 2-3 словах сказать, вот, по нашему видению, вот, вообще образование, например, традиционный учебный календарный план и вся система, вся методика вот, нуждается в очень большой переработке, в очень большом обновлении. Вот, и мы предлагаем, вот, используя вот вот этой площадкой, вот, пересмотреть вот арктических вузах вот, по нашему арктическому. Так, видимо, у нас проблемы с интернетом в Средней Колыме.
Ну, это так бывает. Это арктические районы, где тоже, ну, отмечается низкое качество интернета. Можем ли мы что-нибудь сказать как экспертный комментарий, пока наши коллеги подключаются, потому что запись идет? Коллеги, можно, да? Слышно меня? Ну, смотрите, конечно, прекрасно то, что делают, то, что есть ресурсный центр, это первое. Второе, конечно, немножечко нужно, здесь уже рекомендации к единому ресурсному центру, попробовать разработать стратегию ресурсного центра как раз для гражданских инициатив и некоммерческих организаций, но акцент на больше на гражданские инициативы тут сделать в этом УЛУСе, да, и попробовать с ними прям четко прописать мероприятия, да, что они будут проводить, потому что сейчас к нам, конечно, спасибо большое за доверие, но прям обращались как, знаете, как правительство, если честно сказать, такие стратегические задачи были поставлены. Вот перед нами в том числе. И я вот прям конкретно для себя выбрала. Первое, порекомендовать этому ресурсному центру подать на грантовый конкурс. Не знаю, просто не успели задать вопрос, подавали ли они на грантовые конкурсы. Вот. Подать на грантовый конкурс. Второе, я знаю, что у нас гарант в Архангельске обучает тренеров. Рекомендовала бы тоже опять единому ресурсному центру сделать отбор, да, в этом УЛУСе и хотя бы 2 человека, ну или даже одного по возможности, отправить вот на обучение как раз в наш ресурсный центр, который готовит тренеров. Вот. Также рекомендую, я не знаю, но скорее всего подозреваю, что нет. У ресурсного центра УЛУСа нету социальных сетей. Я бы порекомендовала, понимаете, это прям важно, когда, например, арктический ресурсный центр, да, начнет хотя бы раз в неделю выкладывать какую-то информацию. Но, конечно, это про гражданские активности должно быть, вот, про проекты. Опять, наверное, здесь порекомендую как наставнику единому ресурсному центру взять это в работу как в наставничество. Вот. Также я бы рекомендовала данному УЛУСу, ну, вот определиться хотя бы в 3 направлениях. Это культура, спорт, экология. Да, ну вот, ну, не брать все широко. Я уверена, что культура точно должна быть, как говорится, каждый активный гражданин, да и вообще любой гражданин, да, нашей страны, без культуры мы никуда. Спорт то же самое, да, и экология также может заинтересованы стороны быть, и какие-то проекты тоже возможны, ну, вот, для реализации. Обратить внимание, я видела, что здесь очень много было направлено на именно от школьников на детей, социальное проектирование, посмотреть, сколько было заявок, например, подано, чтобы вот ресурсный центр взял на себя такое обязательство, да, возможно, или в план включил, как раз подготовка социального проектирования с 14 лет по возможности, да, например, как раз у нас, когда в АИС Росмолодежь принимаются заявки, вот, чтобы подготовили ребята свои проекты. Соответственно, школьное проектирование, если, я не знаю, просто есть среднеспециальные учреждения в этом УЛУСе, но если есть, или тогда получается еще и в среднеспециальных учреждениях. Вот, поставить определенный план с конкретными показателями, ну и я думаю, что ребята здесь как раз помогут транслировать медиа в интернет, они точно выходят по возможности, ну и я думаю, что все хорошо будет. Хорошо. Спасибо, Жанна Александровна. Действительно, замечательные советы нам дали. Константин, мы с вами обязательно свяжемся. Среднеколымский район, совсем вот с этого года, как только мы начали проект «Ресурсный центр Арктика», мы курируем. И Среднеколымский район
курирую я, меня зовут Надежда, и пока мы готовились к карте, вот к этим мероприятиям, как раз-таки с вами еще сотрудничал у нас IT-специалист Леонид Савин, и он как раз-таки по наложению вот этого моста по развитию ваших социальных сетей, Facebook или Instagram, как вам удобно, я думаю, что мы с Леонидом вам поможем и поможем вам развивать вот вашу ресурсную сеть. Помимо этого, хочу сказать, что действительно обязательно, Константин Константинович, примите сегодня участие на ярмарке проектов Жиганского района. Там как раз-таки выступит общественная организация «Синкен», которая также является ресурсным муниципальным центром. Они подавали проект на конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия по ресурсному центру «Опора Арктики». К сожалению, они набрали очень хороший высокий балл. Мы думали, что они пройдут, но им не хватило всего лишь 1-2 баллов для того, чтобы стать победителем фонда грантов главы, но они этот проект упаковали и отправили в фонд президентских грантов. Мы надеемся, что там будет какая-либо поддержка и будем смотреть, как говорится. Да? Поэтому, Константин Константинович, я хочу, чтобы вы приняли участие на ярмарке социального проекта Жиганского района, и мы с вами обязательно завтра начнем с вами диалог, свяжемся и начнем работу. И информационное сопровождение, как пресс-сопровождение вашей статьи, вашей организации, мы напишем статью, потому что у нас есть журналист привлеченный, она с вами свяжется, возьмет от вас интервью, и мы уже начнем с вами, как говорится, такую вот прокачку, пока онлайн, но мы надеемся, что с вами офлайн встреча состоится. Коллеги, мы продолжаем, и еще раз хочу напомнить о том, что буквально через полчаса к нам подключится Верхоянский и Вена-Батантайский район, поэтому регламент выступления просим ограничиться 5 минутой. И сейчас мы слово передаем Бандеровой Матрёне Александровне, председателю детской общественной организации духовного и нравственного развития личности Халыма Тускула, в переводе «Светлое будущее Колымы среди Колымского улуса». Хочу напомнить, что Бандерова Матрёна Александровна является психологом по образованию, она большой доброволец, и уроженка сама, она оттуда, и на добровольческих общественных началах проводила и школу приемных родителей, и оказывала психологические услуги, поэтому такой значимый человек в Средней Колыме. Матрёна Александровна, вы на связи, слышите нас? Презентацию мы видим. Ага, здравствуйте. Матрёна, добрый день, уважаемые участники. Слышно, да? Да, слышно, видно. Ага, участники и уважаемые эксперты. Вот вас приветствует детская общественная организация Халыма Тускула, детей Среднеколымского улуса. Целью нашей деятельности Халыма Тускула является развитие детских инициатив и раскрытие их способностей и талантов в процессе активной творческой деятельности. Создание условий для реализации потенциала будущего лидера, развития общественной активности. В нашем районе детские объединения существовали всегда с момента образования школ. Они и сегодня являются активной частью нашего населения. Ежегодно детскими общественными организациями, объединениями, ученическими самоуправлениями образовательных учреждений района проводятся многочисленные мероприятия, акции, инициативы и так далее, организация которых требует, конечно же, материальных затрат. Как показывает практика, только зарегистрированные общественные организации поддерживаются финансовыми вложениями в виде субсидий. Мы, как получили свидетельство о государственной регистрации в качестве НКО, скоро уже будет 2-й год, тем самым мы увеличили возможности организации для получения государственных средств, предусмотренных на государственную поддержку некоммерческого сектора. Общий охват детских объединений, состоящих в Халыма Тускула, составляет 12 организаций, которые имеют свои наименования, устав, актив, план работы. При поддержке администрации района нашего в этом году мы впервые принимали участие в конкурсе на предоставление грантов Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества. Наш проект называется «Мобильная выездная детская студия звукозаписи Халыма Доргуана» с географией охвата до 3 колымских улусов детей.
Грантовое направление выбрали деятельность в области культуры и искусства, содействуя духовному развитию личности. Наш проект был принят, но, к сожалению, не был поддержан. Но мы его не хотим отменять, а просто приостанавливаем временно до лучших времен. Будем его корректировать, изменять. Конечно, центральные улусы далеко продвинулись вперед по этим направлениям. Все равно отдаленность наша географическая дает о себе знать. И, конечно же, это доступность интернета. По возможности традиционно нашими организациями совместно с партнерами организуется слет актива детских объединений, где проводится ряд мероприятий, такие как, например, творческие занятия по социальному проектированию. Мы там рассматриваем вопросы реализации детских социальных проектов и программ через участие в грантовых конкурсах. И в итоге отрадно, что наши дети умеют правильно определять проблемные зоны у себя на местах и указать механизмы практической реализации проектов. Также у нас немало ребят активных и мотивированных, которые сами проявляют интерес к проектам. Но, тем не менее, все начинающие НКО очень нуждаются, кроме информационной поддержки, в помощи консультационной, методической, образовательной и экспертной. Получается так. И мы хотим показать очень быстренько проекты, да, которые мы хотим реализовать в ближайшее будущее. У нас будет очень короткая информация. И первый проект, который витает уже не первый год у нас в головах, в мыслях, это создание улусного загородного летнего лагеря «Сайдес». Цель этого проекта – организация летней занятости детей, состоящих на учете в органах системы профилактики. И целевая группа у нас дети и подростки из многодетных, из малообеспеченных и семей, состоящих на разных видах учета. Угу. Следующий слайд, пожалуйста. И вот у нас на территории Среднеколымского улуса существует природный парк Колыма. И там до недавнего времени работал наш известный загородный летний лагерь «Маяк». Для такой категории детей в основном они работали. И в настоящее время здания и сооружения этой базы сильно устарели и требуют капитального ремонта. Как показывает время, такие места отдыха детей очень востребованы и необходимы в нашем именно районе. И в свое время данный лагерь показывал очень хорошие результаты работы. И сразу мы примерно посчитали, что общая сумма расходов на реализацию такого проекта будет около 5 миллионов рублей, потому что там основной целью будет это ремонт, капитальный ремонт зданий и сооружений, да, что предполагает большие затраты. И запрашиваемая сумма выходит примерно на 2 миллиона рублей. Это если так коротко рассказать. Но мы такие проекты будем все равно дальше продвигать и надеемся на поддержку, да, наших партнеров. И второй проект, который нам очень тоже помог бы, это студия современного танца, которая называется «Танец без границ». Цель проекта – это создание условий досуга и развития для детей и молодежи, например, до 25 лет, с особой категорией при помощи современного искусства танца. Особые категории – это у нас дети с ОВЗ, и можно подключить молодежь, потому что у нас бывают заявки, да, от родителей, которые обращаются, чтобы мы занимали их детей, которые и с ОВЗ, и с инвалидностью. И в настоящее время современный танец завоевывает все более широкую популярность, как мы знаем.
У нас, если взять наш район, для детей с особой категорией отсутствует специально созданное место для занятий танцами, например. Специально созданных мест здесь нету. И сразу мы вот тоже примерно прикинули, да? Общая сумма расходования на наш проект примерно выходит на 1 миллион. Но можно эту сумму, конечно, корректировать, уменьшить и даже увеличивать. И запрашиваем сумма гранта 800 тысяч получается. А так, конечно, у наших детей, у нашего рабочей группы молодых педагогов есть очень много, конечно, инициативных людей, у которых есть свои мысли, проекты в мыслях, да? Но, ну, примерно так. Спасибо, Обстоят у Матрена. нас дела. Замечательные Но можно, да, проекты. Не надо расстраиваться, что вы не получили поддержку. В этом и заключается работа эксперта, в этом и заключается работа ресурсных центров. Поэтому я предлагаю вам уже начать некую такую подготовку по упаковке ваших идей в социальный проект, да, по именно технологии социального проектирования. Поэтому я думаю, что мы с вами еще свяжемся. Мы поможем, мы проведем экспертизу ваших проектов, и мы знаем о том, что в начале 2021 года, в январе-феврале, будет объявлен конкурс грантов главы Эльдархан. Я думаю, что вот оттуда надо начать. Что касается интернета, что мы об этом говорили через кураторов, через специалистов органов местного самоуправления, о том, что единый ресурсный центр помогает арктическим районам в качестве волонтера. Вы отправляете нам материалы, которые вы хотите подать на конкурс грантов главы, ваши проекты, и мы от вашего имени забиваем это все через ваш личный кабинет, подаем вашу заявку. Поэтому в этом плане вы можете даже не беспокоиться. Самое главное, оперативно всю эту информацию нам передать. Жанна Александровна, мы передаем сейчас вам слово. Спасибо, Надежда, большое. Матрона, спасибо вам за то, что вы делаете. Это действительно важно, нужно. Смотрите, я перейду прямо сразу к рекомендациям. Ну, во-первых, я там в чате скинула ссылочки на то, что вот, ну, вы можете дополнительно у себя применить. Это настольные игры. Девушка из Чукотки, вот сейчас она уже, правда, живет в Санкт-Петербурге, но тем не менее она с вами, Елизавета, сможет связаться. Вы посмотрите по возможности, просто я не знаю, вы, наверное, какое-то время там существует, когда вы можете выйти в Инстаграм. Вот, посмотрите, если нужен будет контакт, я отправлю его в ресурсный центр, единый ресурсный центр, и вы тогда свяжетесь, потому что Елизавета, в принципе, сможет вам индивидуально, в том плане, может быть, соберется определенная группа, кто хочет заниматься настольными играми, а мне кажется, это хорошая история, вот, настольных игр. Это, наверное, рекомендация для всех арктических улусов, вот прям востребовано будет как раз отсутствие интернета, но в том числе развитие, сейчас и взрослые играют, я вам хочу сказать, именно не только дети в настольные игры, и взрослые, и посмотрите, может быть, вы со временем и свою настольную игру разработаете. Теперь к вашим проектам. Я бы рекомендовала, первое, ну, мне так показалось, на мой взгляд, что слишком большие, объемные проекты, да, может быть, их нужно разделить. Вы хотите, условно так скажу, да, вот если понятно будет, вы хотите скушать всего слона сразу, а чтобы его кушать частями, надо маленькие подпроекты сделать. Ну, я бы так рекомендовала вам, да. Ну, например, если вы хотите танцами, да, заниматься, можно малыми группами какими-то. Я понимаю, что, наверное, нету. Давайте посмотрим. На вашей территории точно, наверное, и может быть, ответьте мне, пожалуйста, сейчас, есть бюджетное учреждение, культурный центр? Или библиотека, может быть, есть такие центры у вас? Матрена, ответьте на вопрос. Есть ли у вас культурные центры, библиотеки? Дом культуры. Я думаю, что есть.
Так вот, вам надо рассмотреть возможность сотрудничества, потому что на сегодняшний день культура открыта. И я потом тоже предложу Ольге Анатольевне, да, проект, ну, то есть прям вот это все бесплатно. Все, что я сейчас предлагаю и для ресурсного центра, и для вас, вот настольные игры. У нас есть руководитель бюджетного учреждения, например, в Москве. Ну, понятно, что, но тем не менее Москва уже перестроилась, может быть, для ваших культурных центров, да, для вашего министерства будет, для ваших муниципальных управлений по культуре, вот, будет полезная информация в части того, когда сейчас культурные центры, дома культуры полностью предоставляют площадки для некоммерческих организаций, гражданских инициатив. И, кстати, я вам хочу сказать, если вдруг вы соберетесь и напишите проект, когда ребята могут приехать и свою, там, не знаю, театральную постановку или какие-то танцы бесплатно показать на территории Москвы, вот учреждениях. Вы единственное, сами собираете аудиторию, но вам предоставляется такая возможность. Как я уже говорила, я потом обязательно дам контакты этого человека. По детскому отдыху. Это сложная история. Я, конечно, сейчас в нескольких минутах невозможно дать вам, да, все рекомендации, но и тем более я не увидела даже, они, возможно, есть, и чтобы лишнее не задавать вам, давайте так, по детскому отдыху напишите, пожалуйста, более развернуто, пошагово, отдельно. И для детского отдыха, кто у вас занимается в республике детским отдыхом? Это Минсоц, да, Надежда? Не А, знаете, детский отдых кто занимается? И Министерство труда, и Министерство образования. Вот, поэтому здесь, вот я как раз сразу, когда вы только начали говорить, я отметила первое, что услуги. Хотелось бы понимать, а какие услуги вы оказываете. Соответственно, упакуйте эти услуги, что у вас есть. Вот. И начинайте вот это маленькое сотрудничество, первое, то есть, да, не сразу детский отдых, детский лагерь. Вот. Хотя такие опыты и кейсы тоже есть. Я не знаю, вы изучали этот опыт или нет других регионов? Кто такой отдых оказывает? Какие некоммерческие организации такой отдых оказывают? Знаете, нет? Тоже не... Так, не слышу, Матрона отвечает. Ну, смотрите, Надежда, пометьте, пожалуйста, я потом тоже дам контакты. Альфавиль у нас есть, но они коммерческая структура. Они занимаются летним отдыхом детей. Вот. Мы тогда с ними свяжемся и посмотрим, какие рекомендации они могут дать для Арктики. Мгм. Вот. Потому что можно детский отдых, мне не совсем понятно, потому что если нету территории, ну вот еще раз говорю, здесь очень такой большой проект, и вам важно в первую очередь, ну скажем так, все его детально разложить, показать, что у вас есть свои ресурсы, что у вас есть профессиональная команда, что у вас есть опыт, что у вас есть, а опыт вы можете получить, например, в начале, ну, сейчас понятно, что пандемия, закрыто все, но, возможно, вы начнете, вот я бы рекомендовала вам, начните онлайн. Собирайте ребят в онлайне, оно у вас там тяжело, то есть как бы вы в онлайне не соберете. Тогда, ну, я не знаю, прям учится у вас или нет в рамках пандемии, сложно, да, ответить сейчас. Тогда начните маленькими группками собирать ребят по интересам. Вот. Потому что можно делать моду, вот соберите ребят прям в клубы, то есть делайте клубное движение сейчас школьников. Например, клуб ребят, которые, ну, не знаю, девочки рукоделием заинтересованы занимаются. Потом, например, заинтересованы, кто-то читает, да, кто-то по настольным играм. То есть делайте детские клубы такие маленькие по интересам. И тогда вам будет легче создавать программы потом, да, договориться с бюджетными учреждениями на базе там музеев, на базе вот домов культуры, да, в улусах или в наследах. Вот, в общем, давайте маленькими такими вот шагами будем двигаться, потому что у вас слишком все большое, вот слишком. А танцевальная студия, она реально, почему нет? То есть, пожалуйста. И еще, как всегда, ключевая, прям, может быть, Надежда, обратите внимание, я тоже думаю, что даже если нет интернета, можно маленькие записывать театральные, ну, в смысле, не театральные, танцы, да, ну, то есть или танцы, или еще что-то. То есть можно в записи выкладывать и потом, ну, не знаю, или передавать, как говорим, на большую землю, да, или приходить в администрацию и так
тогда размещать в социальных сетях. То есть о себе нужно заявлять. Когда вас нету в интернете, понятно, что сложности, но еще раз повторюсь, мы тоже иногда пишем, и у нас бывает, что зависает интернет, и запись не получается. Мы перезаписываем сами и потом выкладываем. Поэтому обратите на это внимание. Ну, вкратце, наверное, все. Ага. Да, и у меня тоже вот по детскому отдыху у меня тоже есть что предложить, потому что я вот соглашусь с Жанной Александровной по поводу формы организации этого лагеря. Это может быть школа выездная, палаточная, допустим, да, экономически выгодно. Там сложно, тоже нужно согласование. Если не будет писем поддержки от отраслевых ведомств, вы слушайте, это безопасность у Да, нас, поэтому это нужно, этому внимание огромное нужно уделить. да. У нас, например, вот наставнический центр выпускников детских домов, мы выезжаем, например, на 2-3 дня палаточным, вот с учебным центром спасателей, с волонтерами, допустим, да. Есть, допустим, мы потом с вами свяжемся, Матрена, и у нас есть, например, уникальный проект, это который реализуется на территории Черепчинского улуса, где школа, совместно некоммерческая организация, создали круглогодичный многопрофильный детский лагерь, который работает по нескольким направлениям. Поэтому я думаю, что есть к чему стремиться, есть где, как говорится, перенять опыт. Мы об этом, как говорится, поговорим. Спасибо большое, Жанна Александровна. И Спасибо. у нас есть проект, буквально мало времени остается, мы, думаю, успеем. Кузьмина Колымана Макаровна, Среднеколымской улусной гимназии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Совсем коротко. Слышно, да? Да, слышно, видно. Мы включаем сейчас вашу презентацию. Ага. Вы Да. говорите следующий слайд, и коротко расскажите только про проект. Вам слово. Ага, слушаю. Наш проект, ну, предварительно пока так назван «Сетевой педагогический класс как шаг к решению проблем кадрового обеспечения образовательных организаций Среднеколымского улуса», так как мы в этом году очень даже воочию столкнулись с тем, что не хватает педагогических кадров. К сожалению, наши студенты, оканчивая учебные педагогические вузы или средние учебные заведения, не приезжают на родину преподавать или же не поступают на чтобы выучиться на учителя, не поступают вообще в эти заведения. И у нас такой вот родился проект, но он уже начал работу как проект «Сетевой педагогический класс», мы его назвали «Данко». И уже намечен план, но давайте откроем нашу основную цель и задачи. Это следующие слайды. Цель проекта – создание условий для обеспечения педкадрами образовательных учреждений Среднеколымского улуса. Задачи, ну вот, что смогли, мы поставили кое-какие задачи, но думаю, тут надо все равно корректировать. Первое – проанализировать ситуацию по обеспечению педкадрами образовательных учреждений улуса, провести профориентационную работу среди обучающихся улуса по выявлению направленности педдеятельности, создать сетевой педкласс в дальнейшем направлении, целевые места в учебных заведениях Республики и России, сотрудничать с учебными заведениями педагогической направленности и финансово поддерживать таких студентов и специалистов. Ну, а в этом кроется многое финансовая поддержка. Это поддержка во время их учебы, это поддержка по окончании, либо это может быть небольшая стипендия, по окончании это может быть обеспечение жильем, то есть, ну и остальное. Пока все в задумках. Следующий слайд. Включите, пожалуйста. Ага. Актуальность создания педклассов на базе школы связана с запросами общества на раннюю профилизацию школьников, с необходимостью повышения статуса педагогической профессии, с нехваткой педагогических кадров. Далее идут у нас наш небольшой такой анализ, какие, значит, школы были снабжены или сейчас на данное время имеют учителей. Вы знаете все, что работал такой проект, где в нашей республике Саха-Якутия учителя по окончанию учебного педагогического заведения, он составлял договор, учился, вернее, работал 5 лет, и по окончании данного срока он уезжал
То есть, опять же, оголялись эти кадры. Это было только вот каждый год с 2006 года по одному учителю, два учителя, по два учителя на УЛУС. То есть как бы такой большой выручки не было, хотя, конечно же, отрадно, что учителя приезжали, работали. Но опять же, 5 лет проходит быстро, они уезжают и все. Следующий. Дальше тоже идут наши небольшой такой анализ, конкретно кто, в какой школе у нас работали. Дальше продолжаем. Это участники подпрограммы обеспечения жильем педработников сельских школ и медицинских работников. Дальше слайды идут. Ага. Опять же продолжаются. И в этом году у нас есть земский учитель. В этом году приехал только один учитель, конкретно, который тоже будет работать 5 лет. И на данный момент у нас в этом году было 16 вакансий на начало учебного года. Основная нехватка, я тут добавлю, не только учитель биологии, химии, истории, обществознания, математики и физики, но и английского языка. Чем это обусловлено, тоже сказано. В основном смену педагогами без стажительства, достижение пенсионного возраста педагогами, истечение срока договора и нежелание молодых педагогов приезжать работать в удаленный ВУЗ. И если мы раньше привлекали учителей, то есть работал закон об учителе в Республике Саха-Якутия, конкретно был действительно статус, да, учителя, то на данный момент мы видим, что такой большой поддержки нету. Оплачивали проезд до места работы, но сейчас, как у нас просят, вот запросы идут, там какая сумма была потрачена, видать, хотят все-таки с 2018 года было прекращено, хотят возобновить данный вид поддержки. С жильем тоже у нас сложновато, здесь нету жилья для молодых педагогов, то есть могут приехать только местные кадры, живя с родителями, тоже как бы не выход. Следующее, работал такой пункт, как поддержка книгоиздательства, то есть это по 100 рублей в месяц, 1200 в год. Ну, тоже как-то для молодых особенно никакой особой поддержки нет. Поэтому как бы мы хотим принять участие в какой-либо грантовом проекте, с этим проектом в каком-нибудь гранте. На данное время этот педагогический сетевой класс у нас создан, проведено анкетирование, провели первый конкурс, первый дистанционный конкурс. Это педагогический театр, где учащиеся готовят спектакли на педагогическую тему. Ага. И впереди у нас такие планы, это создание, конкурс сочинений, кто такой настоящий учитель, создание таких групп по подготовке детей к школе, педагогическая практика, чтобы дети, те, кто в сетевом педагогическом классе состоят, чтобы они приезжали или же на местах были помощниками воспитателей, помощниками педагога. Ну, пока такая задумка. Это вкратце так. В финансах, к сожалению, мы пока не могли это обрисовать. Ну вот перед вами календарно-тематический план, тоже дистанционно. Эти курсы будут проходить в течение этого учебного года. Каким образом мы выйдем из этого положения? Но она, я думаю, не только у нас. Проблема нехватки педагогических кадров. Поэтому сложновато, и транспортная схема сложновата, и отдаленность, и дороговизна, тем более авиабилетов. На данный момент авиабилеты только с Якутска до Среднеколымска стоят не меньше 29 тысяч. Иногда выручают, но это только субсидированные, а в основном это дорогие билеты. Поэтому приезжайте к нам на Колыму, называется. А как у вас с Вот такая у интернетом? нас. С интернетом слабовато. У нас В мы школах работаем есть через интернет? Есть интернет во всех школах. Во всех Ну, школах, видите, да, вот отлично. с вами связались. Поэтому, в принципе, и до этого тоже связывались по Zoom, и с детьми так пытались, правда, но не у всех детей есть интернет, естественно, дома. Ну, вот пока Нет, самое такая у главное, в нас. школах есть интернет. Да, во всех школах. Во всех школах, во всех Отлично. детских садах. У нас 11 школ по Среднеколымскому ВУСу. Вот пока такая задумка. Ну и, конечно же, связь должна быть с педагогическими учреждениями, которые работают у нас в нашей республике.
Тут тоже идет и Намский педколледж, и Вилюйский педколледж, и СФУ, и пединститут, и Якутский педколледж имени Гоголева. То есть с ними еще впереди мы должны наладить связь. И по приказу Министерства образования, значит, Вилюйский профессионально-педагогический колледж Чернышевского является региональным оператором проекта «Учитель Арктики». А пока ничего еще не налажено, к сожалению. Вот будем сейчас налаживать. Мгм. И Якутский педколледж тоже является опорным центром. Хорошо, Мгм. Пока так, спасибо. спасибо. Пожалуйста, спасибо большое Черниколымской улусной гимназии. Мы немножко выше, уже 12, и совсем коротко мы сейчас вам скажем экспертный комментарий. Жанна Александровна. Я прям быстро. Смотрите, коллеги, первое. Я бы поменяла точно название проекта. Вот с таким названием нельзя. Безусловно, полностью придется вам структуру проекта тоже поменять. Здесь подключится, я думаю, единый ресурсный центр и посодействует в этом. У вас 100% прекрасный профориентационный проект, и это замечательно, и таких проектов достаточно много. Я постараюсь найти в ближайшее время такие проекты, как только, и коллегам направлю. Я сейчас уже вам скинула ссылку, вот как раз коллеги из Владивостока, Екатерина Лопаткина, она педагог, она работает вот с детьми, можно с ней пообщаться, да, дополнительно, как можно, ну, скажем, улучшить ваш проект, да, что-то добавить. У вас он такой, знаете, сейчас тяжелый. Вот меня как ребенка, я ставила себя на место ребенка, он меня вот точно никак не замотивировал. Как эксперта тоже никак не замотивировал. Поэтому, ну, на сегодняшний день, опять, это мое мнение. То есть проект сложный, тяжелый, вы его тяжело подали, не такой, невкусный, честное слово. И поэтому я первое, может быть, предложила «Арктический учитель», и я просто на скидку сейчас, вот быстро, вот чтобы вам было понятно, как название проекта, оно должно быть яркое. Второе, то есть посмотрите, у нас прекрасный есть оси проект Агентства стратегических инициатив «Атлас профессий». Посмотрите, плюс другие проекты. Все, на этом, наверное, оперативненько я остановлюсь. Возьмите контакты и ссылки, я вам там покидала по вот контакт Екатерины и с парочку ссылок еще отправила вам. Так что тоже пишите, готовы поделиться. Таких проектов достаточно много, но нужно подумать и объединиться, тем более в школах есть у вас непосредственно, скажем так, интернет, это очень хорошо, я почему уточнила. И давайте подавать ВАИС Росмолодежь проекты, знаете, самые лучшие молодые педагоги, которые пришли. Вот, наверное, нужно Да, вот подключать как раз со молодых. мной сидит мой молодой педагог, она заместитель директора Прекрасно, по инновационной работе Виктория Феодосина. Вот прекрасно. как бы она и будет курировать. Да, а давайте тоже, вот вы Росмолодежь. тогда напишите мне, пожалуйста, я сейчас вам контактный телефон тоже в общем чате напишу, а я вас уже соединю, дам контакты по данному направлению, и вам нужно просто-напросто с других территорий посмотреть кейсы, насобирать, то есть сейчас мониторинг, посмотреть, какие кейсы есть, и сделать свой вкусный проект. Вот прям рекомендации вам. Но опять же по обеспечению педкадрами он пойдет, да? Ну, вы поймите, у вас прям, вы прям прямолинейно. Мы хотим это. Да это так не решается. То есть это с другими Но подходами. мы хотим уже Это увидеть другая конечную цель, поэтому Да, вы прям сразу конечную цель. И все да, конечные да. цели пугаются, и тем более молодежь, которые, знаете, сегодня одно, завтра другое, это же взрослые люди уже, и так не пойдет. Более того, наша же задача стоит не только, чтобы ваши возвращались, а приезжали, например, из других улусов, и у вас, по сути, может быть Да. межрегиональный проект, а вы сейчас вот И из России даже. сосредоточились, да, конкретно на своей, а вам надо вообще по всей территории Якутии и привлекать, и вовлекать, и у вас должно быть, к вам должны захотеть ехать работать. Да. А у вас, значит, должно быть что-то такое. Я не про жилье даже сейчас. Я про возможности реализации как педагога, понимаете? Значит, должна какая-то быть база и возможность самих директоров. К сожалению, большая проблема, я вам хочу сказать, среди директоров.
И когда консервативный директор, который не разрешает не внедрять никакие инновации, то, простите, ни один молодой педагог не придет. Поэтому я бы работала в первую очередь это с директорами, с заучами, да, плюс со старшим, потому что, ну, знаете, когда в коллектив приходишь, а он тебя не принимает, потому что сейчас молодежь, чтобы возвращалась, они хотят все инновационных подходов, нетрадиционных каких-то. Извините, он Мы как белая поддерживаем. ворона, и он никогда к вам опять не... Он уедет, поэтому будет ждать того времени, когда уехать. Вот, все, спасибо большое, коллеги. Молодцы. Сейчас пишу свой контакт. Да, пожалуйста, свяжитесь, я обязательно постараюсь вам помочь. Ага. Хорошо. Спасибо И у большое. нас плавно переходим мы